Барс Медиа представляет. Воздух становится все чернее и чернее, и мы всем этим дышим. Соответственно, наше здоровье не становится лучше, наоборот, практически вот эти вот выхлопные газы, вот эти все аэрозоли, которые оказываются в воздухе, они нас всех потихонечку уничтожают. Но так дальше нельзя уже тянуть, поэтому мы решили, что мы начнем что-то делать, мы начнем двигаться и будем это делать вместе со своими единомышленниками, которые тоже хотят улучшить ситуацию в нашем городе. Мы написали большое письмо во все соответствующие организации, которые задействованы, которые имеют отношение к этой проблематике. Это письмо было доставлено. Всех поставили в известность, что мы хотим узнать, что происходит в этой среде, что можно сделать, что вообще предполагается, и вообще кто-нибудь будет этим заниматься или нет из наших властей. Вскоре после этого мы отправились с журналистами, тоже был организован пресс-тур на нашу свалку. Там, конечно, у нас случился у всех культурный шок, потому что это был вообще кошмар. Куча дымящегося, постоянно дымящегося мусора в течение нескольких лет, загрязняющего нашу без того страдальческую атмосферу. Фильтрат, который образовал прямо такое небольшое озеро у подножия свалки. Люди, которые работают совершенно без каких-либо средств индивидуальной защиты. Ну, в общем, это ужас. Поэтому у нас существует несколько направлений, которыми мы должны заниматься. Это комплексная задача, которая позволит нам решить эту проблему, если, конечно, мы чего-то добьемся от наших властей. По поводу угля, сжигаемого на ТЭЦ. Весь уголь, который поступает на наше предприятие, он поступает согласно качественных характеристик. Эти качественные характеристики утверждены программой поставки угля на ТЭЦ приказом ГПКН. И в соответствии указывается зольность, которая нам необходима для сжигания этого угля. У нас ведется претензионная работа. На основании инженера-претензиониста выставляются штрафные санкции. Я вам скажу, в 2019 году по претензионной работе поставщикам угля было выдано 14 миллионов штрафных санкций. В этом году, уже вот на 1 декабря 2020 года, 68 миллионов штрафных санкций. Так что говорить, что у нас сжигается некачественный уголь, мы так не можем. Ну, а это правда, что они сказали? Нужно только завозить из Казахстана уголь. От него меньше зольности и так далее. А наш уголь вот более вредный для воздуха. Нет, мы же должны своего отечественного производителя тоже поддерживать. Экономика, вы сами понимаете. На самом деле зимнее время – это время спланировать озеленение нашего города, потому что сейчас мы бьем тревогу про смог, летом мы начнем бить тревогу из-за неистерпимой жары и запыленности воздуха. У нас круглый год проблемы с воздухом существуют в городе Бишкек. И если смог – это результат отопительного сезона и выхлопных выбросов, то в летнее время это результат отсутствия надлежащего озеленения. На сегодняшний день уже вот мы делали исследования, измеряли город как единый организм, смотрели на него системно, делали тепловую карту города, мерили влажность, уровень шума. На сегодняшний день мы можем сказать смело, что благоприятный микроклимат формируется внутри города, а не мы живем в прекрасном климате. Климат города – это площадь Алато. Это жарко, это сухо, это для пожилых людей даже опасно находиться под открытым солнцем. И единственный фактор, который может спасти от этих негативных последствий – это озеленение.